То, что с приближением весны начнется сезон митингов, все ожидали. Однако Балконский и их спонсоры, проведшие в ноябре и декабре 2 митинга «Реакция» и обещавшие вернуться весной, что-то припаздывают. Или природа взяла свое, и они присоединились к акции садыровцев, которая стала настоящим кыргызским митингом, бессмысленным и беспощадным, с хаосом и мордобитием. Более подробно о митингах Андрей Токомбаев. Одной из скандальных и неудачных политических акций стал на минувшей неделе митинг в Бишкеке в поддержку осужденного экс-депутата Садыра Джапарова. Требуя его освобождения, участники митинга, наоборот, отдалили достижение этой цели. Ранее бывший депутат получил 11,5 лет колонии усиленного режима согласно решению Первомайского районного суда за организацию несанкционированных митингов и захват заложника. Требуя национализировать золоторудное месторождение Кумтор, сторонники Джапарова 7 октября 2013 года в Караколе насильно затолкали в машину тогдашнего полпреда правительства в Иссыкульской области Эмильбека Каптагаева, а затем облили машину бензином, что могло привести к самым печальным последствиям. Об амнистии защита ходатайствовала в Аламединский районный суд, но прошение отклонили. Накануне же митинга, проходившего 2 марта, осужденный обратился к своим сторонникам с просьбой не устраивать его защиту политических акций. Вот что в частности сказано в обращении. Мне рассказали, что 2 марта планируется митинг с участием представителей всех областей страны. Говорят, что среди требований есть и требования о моем освобождении. Если митинг собирается только ради того, чтобы потребовать освободить меня, то не стоит этого делать. Могут быть провокации. Я не желаю, чтобы из-за меня пострадал хотя бы один человек. Открытое письмо распространил адвокат осужденного Шарабидин Тактасунов. В интервью радио «Азатык» он отметил, что текст послания Джапаров написал лично. Однако призыв своего лидера организаторы митинга проигнорировали. Более 1000 манифестантов собрались на площади на митинге в поддержку Садыра Джапарова. Ранее, начиная с 1 марта, автоколонны манифестантов стекались к Бишкеку. С утра в понедельник на площади собралось около 2000 человек. Акцию организаторы задумывали провести цивилизованно, начав с чтения Корана и призывов действовать в правовом поле. Завершить митинг в ранее оговоренный срок они не смогли, поскольку вскоре потеряли контроль над ситуацией. Во второй половине дня с трибун прозвучал даже ультиматум властям. Митинговавшие потребовали освободить Джапарова в течение часа. Ранее представитель аппарата президента проинформировал их, что по вопросу освобождения осужденного работает специальная комиссия. Недовольство возрастало. Многие из митинговавших толком не знали, с какой целью вообще проводится эта акция. Кыргызский мой народ. Здесь работает патриотная система. Мы должны поднимать патриотную систему. Ошские, Джалалабадские, Баткенские, Иссыкульские, Нарынские. Все мы должны выступить против китайцев. Не отдадим наши земли. Вот по этой проблеме здесь проходит митинг. Потому что в Атбаше отдавали землю, строили завод. Поэтому здесь митинг. Уже не контролируя ситуацию, модератор акции, экс-депутат Каныбек Османалиев, пытался утихомирить толпу, предупреждая ее о возможных провокациях, но не тут-то было. Группа воинственно настроенных дам осадила контрольно-пропускной пункт Белого дома, раздаривая оплеухи всем, кто из него выходит. Почему не отвечаете? Я работаю в аппарате Джоорку Кинеша. Отвечайте перед народом. Вечером толпа двинулась штурмовать Белый дом, но ее разогнала милиция, применив водометы и собак. В ходе разгона демонстрантов 24 милиционера получили неопасные травмы. В основном ушибы, информировал население и Минздрав. А накануне митинга МВД распространило заявление о том, что любые попытки дестабилизировать ситуацию будут пресечены в рамках действующего законодательства.
Любые попытки дестабилизировать обстановку в Кыргызстане будут пресекаться в рамках закона жесткими мерами, а виновные будут привлечены к ответственности. Министерство внутренних дел не позволит раскачать или дестабилизировать ситуацию. И, надо сказать, силовое ведомство сдержало слово. В ходе разгона демонстрации задержали 166 человек. Из них 162 были выпущены на следующий день, 3 на 3 сутки. Остался под стражей Каныбек Осмоналиев, который подозревается в попытке захвата власти. Уже в понедельник вечером правозащитники провели мониторинг содержания задержанных. Каких-либо нарушений их прав они не обнаружили. Об этом 3 марта сообщил Пятому каналу представитель омбудсмена. Вчера почти до 11 часов вечера мы находились в Первомайском УВД города Бишкек. Мы провели беседу там с сотрудниками, следователями, начальниками Первомайского УВД. В частности, вчера на 10 часов был задержан около 70 граждан. Были доставлены, составлялись акты, протоколы. Парадоксально, но подготовиться к митингу как можно лучше накануне помогли правоохранительным органам его участники. Или, по крайней мере, те, кто надеялся с помощью митингующих дестабилизировать политическую ситуацию. В конце прошлой недели в соцсетях появилась аудиозапись разговора двух неизвестных, якобы обсуждавших попытку захватить Белый дом. У нас 20 машин, у вас сколько есть? По этому вопросу договаривайтесь с лидерами. Скажи своим людям, что надо идти к Белому дому и срубить голову дракона, а не возиться с хвостом. Главные там сидят в парламенте, которые подписывали. Этот парламент надо захватить и не дать никому сбежать. 2 марта выйдем якобы на мирный митинг по Кумтору, Джерую и Китаю. Поэтому хорошо людей агитируй. Скажи им, что 2 марта надо идти на Бишкек. В регионах действовать без толку. Разумеется, нет оснований утверждать, что разговор вели именно сторонники Садыра Джапарова. Или даже, что запись не фейк, распространенный с целью провокации. Надеемся, что расставят все точки над «и» в этом вопросе спецслужбы и правоохранительные органы. Но очевидно другое. В день возвращения Джапарова в Бишкек в марте 2017 года его сторонники вели себя весьма агрессивно. Сделав из факта возвращения Джапарова эффектное политическое шоу, его инициаторы, очевидно, рассчитывали на беспроигрышный вариант. Если политика не тронут, он станет национальным героем. Если же арестуют, что и произошло, будет мучеником, вернее, удобным предлогом для попыток манипулировать властью. Вот каким мнением об этом поделился 3 марта в интервью Пятому директор Центра анализа государственной политики. Митинг, который мог бы перерасти мародерство и другие беспорядки, да, в столице нашего государства, в городе Бишкек. Поэтому оценка действий милиционеров в общем, да, удовлетворительная, потому что они очень быстро, умело ликвидировали возможные очаги каких-то конфликтов, которые угрожали бы безопасности наших граждан. А вот политолог Эмиль Джураев считает, что, говоря о подобных инцидентах, всегда нужно различать, что разрешено законом, а что запрещено. Запрещено, конечно же, использовать насилие, в том числе и против представителей власти. Ну и, конечно, разрешено мирное собрание людей. Граждан Кыргызстана это разрешено Конституцией. И мне кажется, тут всегда у нас возникает как бы заезженная такая пластинка, когда мы не можем обеспечить, сторона организаторов не может обеспечить мирное собрание, сторона власти не может этому способствовать так, чтобы этих курьезов в конце каждого митинга не случалось. Куда более категоричное суждение о результатах митинга 2 марта высказал во вторник политолог Бакыт Бакитаев. На мой взгляд, вчерашний митинг, он нанес большой ущерб не только Садыру Джапарову, но и институту митингов. Мне кажется, вчера состоялись похороны кыргызских митингов, потому что народ теперь уже понял, что на митингах ничего не решить. И это из-за того, что есть люди, которые хотят очень помочь, поддаются эмоциям и тем самым оказывают медвежью услугу.
Вполне вероятно, что сложившаяся ситуация, возможно, не специально, но все же была спровоцирована 2 марта организаторами митинга в поддержку Джапарова и может оказаться на руку лишь маргиналам, далеким от политики. Те же, кого опальный политик, очевидно, хотел бы видеть на своей стороне, адекватные и законопослушные граждане, устали от подобных шоу и давно не считают митинги эффективным средством решения политических проблем. Давайте не будем забывать о прошлом. Те дестабилизационные дни, те годы, когда мы пережили это все, дали какой результат? Они дали очень плачевный результат. Страна в целом идет назад. Идет назад наш бизнес. Это все сказывается на нашей жизни, на нашем уровне нашей жизни. Я, в принципе, категорично против таких всяких митингов, которые приводят к дестабилизации в нашей стране. Ведь мы уже пережили сколько их. И после этого приходится оправляться. Я уж не говорю, что там потери у бизнеса идут. Люди начинают бояться просто. Мы как-то уже 75 лет без войны прожили. И хочется, чтобы вот такие же промежутки были и между митингами. И чтобы митинги были мирными. Если же предположить, что за подобными акциями стоят не только их непосредственные организаторы, но и другие силы, цель которых именно дестабилизировать политическую обстановку в стране, то следует воздать им должное. Действуют вполне изощренно. То проводят так называемые чистые митинги, на которые как по команде выходят законопослушные балконские, то их сменяют персонажи попроще. В результате на площади едва не проливается кровь. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Денис Курганов, 5 канал, главные итоги.